Не так давно Владимир Доброхотов перенес инфаркт. Сердечное заболевание осложнилось перенесенным коронавирусом. После мужчине была проведена операция на сосудах сердца. Эффекта врачебное вмешательство особо не возымело, но Владимира на ноги поставили. Сегодня больной проходит лечение в новом кардиососудистом центре и готовится к следующей операции. О своем пребывании в больнице мужчина отзывается хорошо. Искренне удивлен оснащенности палат, удобству и отзывчивости местного персонала. Они вот чутко все, иногда вечером. А даже девушка пришла, значит, тут у меня было осложнение. Они говорят, пойдем чайку попьем. Я говорю, ну пойдем. А и чай, там печенюшечки, посидели. Ну, чтобы как-то счистить вот этого самого напряженку. Операция Владимира Доброхотова пройдет в федеральном центре в Новосибирске. Однако, по словам хирургов местного кардиоцентра, это лишь вопрос времени, когда такие сложные операции начнут делать здесь, в Якутске. Этот год работы Петр Захаров, именитый якутский кардиохирург, называет годом становления кардиоцентра. Так, задачей на ближайшие 2 года стало увеличение количества проводимых операций с 250 до 1000 и более. Мы планируем начать операции экстренные, да, как бы срочные операции при остром коронарном синдроме. Вот это как бы для нас будет первый шаг в этом направлении. А так, конечно, очень много новых технологий, особенно эндоваскулярной хирургии, это где вот через сосудистые доступом проводится радиочастотная абляция, криабляции, также даже имплантирование клапанов, артального клапана и так далее. С увеличением объема работ нового кардиоцентра еще одной задачей руководства учреждения становится совершенствование системы обращения и приема граждан, а также модернизация и оптимизация работы медицинского персонала. Так, совсем скоро будет запущена работа отдела медицинской помощи при неотложных состояниях. В нашем центре создается дистанционно-консультативный центр. Это будет круглосуточный пост медицинского регистратора с привлечением врачей и анестезиологов-реаниматологов по 2 профилям для максимального улучшения оперативности, получения всех звонков, и сообщений о необходимости госпитализации больных в наш центр, как из районов республики, так и по городу Якутску. А для эффективного обнаружения заболеваний на ранних стадиях совсем скоро заработают и отделения регионального сосудистого центра для больных с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения. Увеличилось и количество квот на проводимые дорогостоящие операции, о чем еще в прошлом году говорил глава республики Айсен Николаев. Средства на них выделяются из территориального фонда обязательного медицинского страхования и регионального бюджета. Саргалана Неустроева, Григорий Охлопков, Якутск.